Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшнего гадания, сегодняшней цыпочки звучит так. Его мысли о вас перед сном, его мысли о вас в момент пробуждения. Если тема вам интересна, пожалуйста, загадайте на мужчину. Представьте его мысленно, либо вслух. Спросите: мой милый дорогой, назовите его по имени. Что ты думаешь обо мне перед сном и что ты думаешь обо мне в момент пробуждения? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте-ка посмотрим, что нам покажет, расскажет песок. Мысли перед сном и мысли в момент пробуждения. Так, мои дорогие. Ну, приблизительно похожее вышло. Вот что и перед сном, что в момент пробуждения. Ну, давайте начнем по порядку. Во-первых, это человек вас любит. Вот сразу, да, человек вас очень любит и хотел бы быть с вами. Если он уже с вами, то ему вас не хватает. Ему хочется каких-то более открытых и более обширных вот отношений, чтобы вы, как бы это правильно сказать, да, больше времени, что ли, ему уделяли, либо были более сосредоточены именно на нем и на ваших отношениях. То есть он видит ваши отношения как немножечко неполноценные. То есть где-то ему кажется, что вы не додаете, что вы, может быть, работаете, либо у вас есть там родственники, с которыми вы проводите время, с подругами. Вот ему это не нравится. Он ревнует, ему бы хотелось, чтобы вы вот полностью 100% были его, принадлежали бы лишь только ему. И все, например, ваше свободное время тоже было бы его. У него перед сном очень много фантазий на эту тему. Как бы вот он хотел, чтобы вы жили, в каком формате, в каком месте, в каком доме, как бы строился ваш там ежедневный ритуал, как вы там вместе там просыпаетесь, там вместе кушаете, там ходите там за покупками, либо, например, где-то отдыхаете, там читаете вместе, там, я не знаю, новости обсуждаете, сидите. То есть, если у вас есть там детки, там, кто с детьми занимается, куда вы с ними ходите, как вы их развиваете. То есть в мечтах и в мыслях это просто какой-то идеальный мужчина, идеальный, там, не знаю, отец, муж, друг, любовник и прочее, прочее. Кстати, по поводу любовника. У человека очень много фантазий. Фантазии достаточно такого, знаете, игрового формата. Ему хочется всего и сразу попробовать то, что ему, например, там недоступно. Либо есть у него такие фантазии, которые даже его заставляют, ну, где-то посмущаться, постесняться. Смотрите, ему очень нравятся какие-то вот именно игрушки, либо какие-то костюмы. То есть вот он себя вот представляет там каким-нибудь рыцарем, вы типа там прекрасная дама, либо он там злой дракон, который похитил принцессу. То есть у него очень много именно вот с каким-то переодеванием, с какими-то костюмами связано фантазий. Может быть, предлагал, может, еще вам предложит. Но тем не менее, вот в его фантазиях и мечтах вы постоянно, я вам так скажу, через время, через пространство, в разные эпохи, в исторические, там, может быть, даже какое-то будущее он придумывает, какие-то фильмы он там может прокручивать в голове, и вас туда вот в качестве героини, а себя в качестве героя впихивать. То есть вот этим он грешит, он фантазер. Вот это у него не отнять. Очень много у него к вам хотелок этого плана, не знает, может быть, как предложить, либо как-то вот начнет вам намекать и предлагать. Очень сильно боится, что не покажет результатов в постели. Вот если у вас есть с ним интим, то он переживает за счет того, что вы, ну, как-то напряженно себя в этот момент ведете, и ему кажется, что он недостаточно хорошо отрабатывает свою роль. И прямо он начинает иногда даже думать: может, я не настолько хорош, может быть, у меня там что-то не так, и я там не дотягиваю, да. А вот, мои дорогие, если вы хотите, чтобы ваша интимная жизнь была более-менее и стабильной, и полноценной, чтобы он не добирал где-нибудь, вернее, мысли не появлялась добирать на стороне, почаще его хвалите. Причем, ну, хвалите его в те моменты, когда вы видите, что он особенно старается. А я так понимаю, что он это делает, прям старается. И это видно по его
даже взгляду, я не знаю. То есть он старается, его нужно хвалить. Это ему очень нужно, чтобы у него вот этот огонек не гас, и он дальше пытался как-то вот совершенствоваться в этом направлении. Дальше, если интимной жизни не было, то вы не тяните долго с этим вопросом. Почему? Потому что мужчина может просто посомневаться в себе, что он не настолько привлекательный, не настолько хорош, что он не может заинтересовать женщину и, да, ее как бы уговорить на интим. Но если вы уж серьезная девушка, хотите именно брак, ну, прямо так ему и скажите, что я девушка серьезных таких вот требований, да, я, может быть, немножечко старомодная, но вот у меня такое убеждение, что до брака я не буду вступать в эти отношения, поэтому ты не обижайся, с тобой все в порядке, со мной все в порядке, но вот у меня такое убеждение, пожалуйста, прими это как, ну, факт, да, с этим как бы не поспоришь. И тогда ему будет намного попроще и полегче, потому что я вижу, что у него в голове есть вопрос на эту тему, почему так все происходит, почему вы от него закрыты. Так, дальше идем. У мужчины очень огромное желание, чтобы вы ему прям все рассказывали. Нет, тут нет желания, чтобы вы подчинялись ему, да, но он хотел бы быть главным, он хотел бы быть доминантом в ваших отношениях, чтобы вот прям лидер, отец семейства, муж, да, чтобы ему все рассказывали, чтобы не было никаких тайн, чтобы не было никаких секретов. Вообще он так, знаете, прям думает, вот хорошо бы было бы там уметь читать мысли, быть каким-нибудь там, не знаю, супергероем из комикса. Но это опять же таки, да, вот он фантазер, я вам уже говорила об этом. Еще у него есть желание, чтобы вы, ну, прям полностью были его, чтобы, да, вот 24/7 в его распоряжении, с ним рядом. Он, конечно, не очень понимает, что вы будете делать все это время вместе, но тем не менее, что вы вот прям никаких там ни подружек, там, ни мам, ни там бабушек, ни тещ, чтобы никого не было, да? Вы и он, все. То есть никто вам не мешает. Еще у этого человека огромное желание, чтобы вы, ну, например, никогда не общались ни с какими мужчинами, чтобы у вас не было никакой социальной сети, чтобы вы полностью там, я не знаю, там жили, я не знаю, под хиджабом, да, чтобы нигде никогда никто вас не увидел, никто там на вас случайно не соблазнился, на вас не посмотрел. Конечно, понимаю, что это невозможно, но тут прям так и думает сожаление, да, как жаль, что мы не живем где-нибудь, где есть там правила шариата. Вот об этом, да. Об этом он сожалеет. Дальше, мои дорогие, моменты его пробуждения. Моменты пробуждения у него, если вы не вместе, если вы не проживаете вместе, то у него всегда такая мысль. Вот если бы мы жили вместе, да, мы бы с ней могли друг другу там по очереди готовить завтрак в постель, да, там кофеечек ароматный сварить, там, да, какую-нибудь там булочку вкусненькую, там яички там с беконом пожарить, понимаете, вот он об этом думает, и всегда вот он думает, блин, ну как так, почему мы не вместе, я бы для своей любимой, она бы для меня. Также он очень сильно хотел бы вот каждое утро он думает о том, вот чтобы он вам там, не знаю, там, заранее готовил бы букет цветов, и вы такая просыпаетесь, и вот вам завтрак, и вот вам цветочки, и он весь такой ведь красавчик, да, и вы там друг друга любите, и у вас там прекрасный день новый начинается. То есть это вот его первые там 5 минут после пробуждения, пока он еще там в полудреме. Кстати, всегда лихорадочно вспоминать, а что мне снилось, потому что вот прям вы ему снитесь периодически, и эти сны вот он себе так загадал, либо у него так совпадает, что когда вы ему снитесь, у него самые счастливые и удачные дни в жизни происходят. Еще момент, после пробуждения человек всегда строит планы на то, сможет ли он там с вами созвониться, встретиться, пообщаться. То есть постоянно он об этом думает и выстраивает прям такую цепочку, да, потому что для него, как для человека скрупулезного, да, сюрпризы не заходят, да, он любит, чтобы все было вот четко спланировано. Если вы живете вместе с этим человеком, то у него постоянно вот такая мысль, а что она мне приготовила на завтрак? Приготовила ли она мне завтрак? В каком она настроении сегодня проснулась. То есть вот такие у него переживания идут. Смотрите, также у него есть от вас какие-то тайны и секретики. И если вы живете вместе, то он постоянно думает, как бы мне, что бы мне сказать, как бы мне там исхитриться, да, как бы мне свою линию прогнуть, стоит ли мне показаться сейчас хмурым, да, типа я там на что-то обиделся, либо наоборот нужно быть ласковым и отпроситься у нее. Понимаете, он так как хороший актер, как будто бы подходит ко всему как к роли. Этот момент у него очень четко тут отработан. Также этот человек после пробуждения часто может
на несколько дней вперед что-то планировать насчет вас, либо насчет ваших совместных действий. И у него всегда такой какой-то момент, с утра он начинает, вот, может быть, если опаздывает, либо он что-то начинает забывать, если вы вместе живете, да, он начинает прям думать, что вы там виноваты, заранее его не предупредили, заранее его не разбудили, чего-то там не приготовили, не доделали, то есть он не на себя злится, а на вас начинает злиться. Но в целом, мои дорогие, я вижу, что тут до бесконечности можно говорить. Я не знаю, новые ли ваши отношения, старые ли ваши отношения, вместе вы проживаете, либо врозь, но этот человек, он думает о вас, вот будьте уверены, он с вашим именем засыпает, и с вашим же именем он пробуждается с утра. То есть он о вас думает на протяжении дня и на протяжении ночи. То есть вы ему снитесь, вы в его мозгу, вы в его крови, вы в его жилах. И это 100%. Он абсолютно к вам неравнодушен. Он вас любит. Он считает, что вы его женщина, и что вы, ну вот вы семья, понимаете? Может быть, вы по факту муж и жена, и вы семья, а может быть, вы только лишь присматриваетесь друг к другу. Но этот человек вас воспринимает, о вас думает и мечтает, как уже о своей семье, о своей любимой женщине. Мои милые, на этом отсыпочка моя закончена. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.